Здравствуйте. Я тогда сейчас включаю презентацию и подробно все расскажу. Всем видно? Мгм. Итак, у нас 2 проекта: Timir Life и ITTC. Это, в принципе, очень похожи, ну, то есть друг друга дополняют. Timir Life — расследовательский проект, а ITTC — более публицистический, рассказывает о расследованиях таким народным, творческим языком, для населения. Итак, Тимиров Лайф и ITTC, ну, в целом на меня и на наши проекты было 3 атаки со стороны властей. Это каждые 2 года, в январе у нас это все происходит. 9 января 2020 года было нападение и избиение меня у офиса. 22 января 22 года обыск в офисе, подложили наркотики, ну и в результате депортировали потом. И меня 16 января вот этого года арестовали 11 бывших и действующих сотрудников. Я, о каждом из них я подробно расскажу и по ходу буду говорить о мерах безопасности и вообще как ведут себя сотрудники спецслужб, МВД, потому что именно с их стороны они непосредственно исполнители этих атак были. Нападение 9 января 2020 года я был еще главным редактором FactCheck KG. Мы тоже выпускали расследование, и после одного из расследований на меня напали 3 молодых людей. С точки зрения безопасности, смотрите, как это было. Это было в узкой арке, там еще железные ворота, и можете видеть, что там был небольшой только калитка, и там стояло 3 молодых человека спортивного телосложения. И я, к сожалению, на тот момент был беспечным и не обратил на это внимания. То есть сейчас бы я просто туда не зашел бы. Вот. Поэтому первый совет от меня — избегайте скопления людей и узких проходов, да. То есть если видите узкий проход и ждут вас люди спортивного телосложения, то лучше обойти, да. Вот, напали на меня сразу же после расследования о дорогих покупках супруги экс-таможника. Там достаточно серьезное расследование было. Bellingcat участвовал, еще УМИД-2020 было расследовательское такое объединение, которое сейчас перестало существовать. Вот, забрали у меня только телефон, потому что в первую очередь нападавших ну, вообще а, у журналистов-расследователей в первую очередь интересен контакты, источники, откуда вы берете и какие расследования вы готовите, да. После нападения, после всего шума, циничная власть, тогда была другая власть, другой президент, написала на том месте слова о том, что в Кыргызстане со свободой слова все в порядке и тому подобное. Это было очень цинично с их стороны, и до сих пор эта надпись есть, и можно посмотреть в Бишкеке. Вторая атака была уже через 2 года, 22 января уже существовал Тимиров Лайф проект и ITTC, и мы делали серьезные расследования, но это очень долгая история, но я попытаюсь вкратце рассказать. То есть в ходе обыска подложили в задний левый карман брюк наркотики, и сделал это командир спецназа, которого мы потом разоблачили и показали. Вот. Главной целью было наше оборудование, ноутбуки, компьютеры. Кстати, тогда сотовый телефон у нас не отобрали. Хотя в суде судья сама сказала, что почему вы тогда сотовый телефон не забрали, если вы ищете наркотики, да, то есть продажу наркотиков. Якобы вы открыли по этому делу, но вы забрали только ноутбуки, компьютеры. Для чего это было сделано? Ну, когда нам вернули оборудование, мы смогли
хотя они журнал Windows почистили, мы смогли все-таки найти запись о том, что они копались в наших компьютерах, вот, через 2 дня после изъятия этого оборудования. И для чего они это делали? Ну, помимо того, что искали источники и новые расследования, так, ну, давайте я пройдусь. То есть они для чего забирали оборудование? Для того, чтобы в последующем через фейковые аккаунты, фабрики троллей могли делать дискредитационное видео, то есть используя вот эти вот якобы дискредитирующие нас документы, на самом деле это просто были финансовые документы, которые они показывали, и тем самым показывая, что фабрика троллей, фейковые аккаунты получили доступ к тем документам, которые были на наших компьютерах. Так, вернемся. У нас было в камеры видеонаблюдения, и чудесным образом, попав к ним в руки следователя МВД, жесткий диск видеонаблюдения, который бы все показал, как мне подкладывали в задний карман наркотики, был испорчен. Так они и потом написали: жесткий диск неисправен, просмотр содержащей информации невозможен. За 4 дня до арестов, ну, вообще в этой атаке была использована метод медовой ловушки. Сразу двое наших сотрудников, коллег, подверглись этой атаке, ну, то есть этой методике, сотрудница и сотрудник, да, и последующие их шантажировали, потому что те же молодые люди, молодой человек и девушка, в которых они влюбились, они всяческим образом подставили, снимали скрытой камерой их и тому подобное, да, потом подставили под шантаж. И вот сотрудницу шантажировали, и вот за 4 дня до арестов, обыска в студии, вот такие сообщения приходили. Опишите, пожалуйста, офис, где кто сидит и у кого функциональные, ну, какие функциональные обязанности. Вот, тем самым мы поняли, что готовятся аресты, но мы не имели достаточно времени для того, чтобы подготовить там выезд. Мы даже сотрудницу, которую шантажировали, мы не смогли вывести. Помимо этого, коллега наш начал замечать, что за ним приезжает из службы такси только один таксист. Мы, проверив номер этого таксиста, просто в GetContact увидели, что теги указывают на спецслужбу, на ГКМБ. То есть это еще одна методика. В последующем, как только нас арестовали, там был шум, и фабрика троллей провластные начали вовсю выпускать дискредитирующие видео про нас и сливать туда съемки со скрытой камеры, с прослушки наших телефонов. Вот как мы ругались со супругой, прослушка телефона была. Потом Болота Назарова, нашего Акына, как раз подставная девушка засняла, как они там отдыхают. Вот. Видео сотрудницы тоже интимного характера слили, это было ужасно, мразотно, но я даже сюда не захотел это добавлять. То есть такие методы они применяли. Да. До декабря, то есть за месяц, за полтора до арестов, я был в отъезде, но мои коллеги у меня в спальне обнаружили скрытую видеокамеру. У меня в квартире скрыт простой комод, и обычно мы последний ящик мы не открываем, да. Но в тот раз случайно мы его открыли, ну, то есть мои коллеги открыли, потому что
мы начали переезжать, хотели переехать. Вот, и посмотреть, не завалилось ли за последний ящик что. И увидели вот такую картину. Видеорегистратор, роутер Wi-Fi. И вот такая вот небольшая дырочка в обоях, это была скрытая камера. То есть визуально его практически не видно, да. После арестов за нами продолжали следить, и вот такой вот микроавтобус, полностью тонированный, дней 5 стоял просто около нашего дома, около моего дома, вот. И мы заметили одну, ну, то есть, почему мы на нее обратили внимание, потому что к этому автобусу подходил сотрудник ДПС, и все равно это вот место, где запрещена стоянка, остановка даже, и все равно микроавтобус не сдвинулся с места. То есть это для нас было подозрительно, а потом мы просто впритык подошли, засняли на видео и на фото, и после этого микроавтобус исчез, больше не появлялся. Ну, и понятное дело, что мы успели выпустить расследование, которое спецслужбы хотели предотвратить, чтобы мы его выпустили. Это вот про вывод прибыли из госпредприятия семьи главы ГКМБ. Ну, это у нас типа ФСБ, да? ФБР или ФСБ, там, неважно, но Госкомитет национальной безопасности. Вот. Нам же также удалось выяснить, что руководил всей операцией, ну, непосредственно руководство операции производило как раз-таки Госкомитет национальной безопасности. То есть вот этот оперативный начальник СБНОН города Бишкек, он постоянно получал указания на телефон, и на одной из видеосъемок он случайно засветил экран своего телефона, и мы смогли прочитать, ну, как мы передали Bellingcat, Bellingcat смог улучшить качество, и мы смогли прочитать Батур СМБ 5СБ, то есть это пятое управление ГКМБ, которое как раз занимается оппозицией там, и так далее, журналистами еще с советских времен. Это нумерация сохранилась, и пятое управление раньше при Советском Союзе называлось борьба с идеологической там диверсией и так далее. Вот, и спустя 9 месяцев, ну, 10 месяцев судов и следствий меня депортировали, гражданина Кыргызстана депортировали в Россию с надеждой, что в России меня арестуют и так далее, и так далее. И вот последний случай, опять же, 2 года прошло, 16 января, наш бишкекский офис, и, то есть, не только действующие сотрудники, но и бывшие сотрудники, которые в других редакциях также занимаются расследованиями, другими материалами, были арестованы. Вот, то есть, фактически они хотели полностью уничтожить любое упоминание о Тимиров Лайф и АйТТС. Да. Это моя супруга, ее ведут после обыска офиса в Главное следственное управление, а до этого практически каждому сотруднику в 6 утра, чтобы журналисты не смогли отреагировать, чтобы адвокаты не смогли подъехать дома, когда все спали, в 6 утра нагрянули с обысками сотрудники МВД. Вот, и когда арестовали 11 наших сотрудников, бывших и действующих, им задавали один и тот же вопрос: где находится Булат Темиров? Да, то есть им была интересна страна пребывания моя. Но после второй, считай, атаки на меня и первой атаки на нашу редакцию, мы приняли принцип дозированной информации. То есть каждый член команды знает только то, что ему нужно для работы. То есть, и, соответственно, никто не знал, где я нахожусь, и до сих пор не знает. И, соответственно,
никто не знает, у кого какие источники, и вообще, ну, то есть эти вещи, это вот как раз обезопасило их самих в первую очередь, потому что они не могли ответить на этот вопрос, и им не надо было там лгать или воспрепятствовать и тому подобное. Вот. И, наверное, очень много бы хотелось рассказать, но я так по-быстрому, надеюсь, было понятно, потому что не сумбурно.